Здравствуйте! В эфире Пятого канала информационная программа «Новости», в студии Татьяна Маннова. Сегодня в выпуске. В Приполярье заканчивается период белых ночей. На следующей неделе в Инте включат уличное освещение. Жители Интинского округа хотят заниматься физкультурой и спортом на свежем воздухе. На общественных территориях устанавливаются спортивные комплексы. Родители не выполняют свои обязанности, дети хулиганят. С неблагополучными семьями в Инте проводится профилактическая работа. Как часто интинцы посещают местные музеи и что знают об истории своей малой родины? Иногородние научные сотрудники проводят исследования. В вечернее время вновь загорятся фонари на дорогах и во дворах. Традиционно в начале августа в Инте включается уличное освещение. За несколько месяцев белых ночей управляющие компании должны были проверить и отремонтировать электрическое оборудование. Администрация округа, в свою очередь, следит за обновлением уличного освещения. Этим летом в разных частях города были установлены новые опоры со светильниками. Муниципалитет уделяет особое внимание содержанию и обновлению уличного освещения. Так, на протяжении 2 лет планомерно по 2 сторонам улицы Мира происходила замена старых опор на новые. В 2020 году были заменены 34 опоры, установлено более 60 новых энергосберегающих светильников, протянуто около 1500 метров современного изолированного кабеля. На этом же участке улицы Мира установлены светящиеся консоли. В этом году объем работ даже больше. Заменен 41 столб уличного освещения от дома 59 по улице Мира до перекрестка у диетической столовой. В рамках муниципального контракта стоимостью 1,5 миллиона рублей подрядчик заменил столбы, линии электропередач и подключил новые светодиодные светильники. Работы по замене уличных фонарей на новые этим летом также велись в поселке Верхняя Инта. В микрорайоне Западный дополнительно были освещены несколько улиц и поворот на автомобильную заправку. Жители уже на следующей неделе смогут оценить новое освещение. Уличные фонари и свет на домах включат в ближайший вторник. В связи с уменьшением светового дня администрация города принято решение о включении с 10 августа уличного освещения в соответствии с утвержденным графиком. Во все организации управляющей компании отправлены уведомления о необходимости включения освещения. В случае, если освещение не будет включено, можно обращаться в свою управляющую компанию, либо в администрацию. Несмотря на то, что общегородское освещение возобновят 10 августа, некоторые управляющие компании уже включили свет во дворах своего жилищного фонда. В связи с неблагоприятной эпидобстановкой запланированные масштабные праздничные мероприятия к столетию Республики Коми перенесли на следующий год. Такое решение принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Менее крупные программы, разрешенные указом, будут проводиться с соблюдением санитарных правил. На заседании принято очень важное решение. Оно связано с проведением праздничных мероприятий, посвященных столетнему юбилею республики. Напомню, что действующий указ главы республики о введении повышенной готовности запрещает проведение массовых праздничных мероприятий. У нас в программе столетнего юбилея действительно очень много именно таких массовых мероприятий, связанных с шествиями, гуляниями, массовыми большими концертами, салютами и так далее. Поэтому принято решение единогласно оперативным штабом перенести эти мероприятия на 2022 год. Все остальное, что у нас по плану запланировано, мы будем, конечно же, проводить в праздничные дни, при этом, конечно, с соблюдением самых строгих требований санэпиднадзора. В Коми жилье для сирот будут покупать по месту их проживания. В постановление правительства республики внесены изменения. Теперь органы местного самоуправления вправе приобретать жилые помещения для предоставления детям-сиротам в любых городах и районах республики. Документ подписал первый заместитель председателя правительства региона Игорь Булатов. Дети-сироты, достигшие возраста 23 лет, смогут реализовать свое право на жилье по месту фактического проживания в пределах республики. До этого момента дети-сироты, нуждающиеся в жилье, получали его по месту включения в список. Хотя многие молодые люди жили на территории другого муниципалитета. С целью решения вопроса обеспечения жильем детей-сирот и эффективного освоения органами местного самоуправления выделенных на эти цели денежных средств,
Министерство образования, науки и молодежной политики Коми подготовило документы для внесения изменений в постановление правительства Республики Коми. По состоянию на 1 августа в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на территории муниципального образования городского округа Инта, включено 23 человека. Из них у 10 человек наступило право на обеспечение жилыми помещениями, но пока не реализовано. То есть имеется заявление об отсрочке предоставления жилых помещений на более поздний срок. Несколько человек, включенные в список, проживают в других муниципальных образованиях Республики Коми в связи с обучением в учебных заведениях. В Минобрнауки подчеркнули, что принятый нормативный правовой акт позволит решить проблему многих муниципальных районов республики по обеспечению жильем детей-сирот. Но для предоставления жилого помещения за пределами муниципального образования в связи с постоянным проживанием на территории иного муниципалитета потребуется письменное заявление гражданина. Заявление о предоставлении жилого помещения в ином муниципальном образовании, на территории которого находится место постоянного проживания, необходимо представить в администрацию по месту включения в список детей-сирот, то есть администрацию МОГ-Инта, если включены здесь в список. К заявлению необходимо приложить копию паспорта, а также документы, подтверждающие факт постоянного проживания гражданина по новому месту жительства. По всем интересующим вопросам, касающимся обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, можно обратиться в отдел по предоставлению жилищных субсидий, учету и распределению жилья городской администрации, кабинет 108. Телефон для справок 629 41. В этом году при поддержке Министерства физической культуры и спорта Республики Коми в Инте реализуются 2 проекта «Народный бюджет» по инициативе активных жителей. В селе Петрунь и во дворе Мира 38 будут установлены современные тренажерные комплексы. На днях сотрудники управляющей компании «Интинская» приступили к монтажу площадки на территории своего жилого фонда. Совсем скоро жители Мира 38 и соседних домов смогут заниматься на специализированных тренажерах. Их установят прямо во дворе. В июле управляющая компания «Интинская» получила спортивные снаряды. Сейчас рабочие занимаются их монтажом. Идея об установке данной площадки – это, естественно, была инициатива жильцов. Данный многоквартирный дом в обслуживании у нас находится с 1 июня 2018 года. И жители, в общем-то, сразу стали проявлять позицию активную, что во дворе мало элементов, вернее, их нету профессиональных каких-нибудь таких, чтобы заниматься можно было. И получается, мы на протяжении всего этого времени задумались о том, чтобы на самом деле здесь поставить что-нибудь такое уже профессиональное. И благодаря такой активной позиции жильцов, а также мы им помогли в этом, собрали определенный пакет документов необходимый. То есть все общее собрание жильцов проводили сами собственники. Собрали достаточно большое количество голосов за то, чтобы воплотить эту идею в реальность. И мы ее устанавливаем благодаря спорту, благодаря поддержке администрации, естественно, и республики. Спасибо. В доме Мира 38 проживает около 200 человек. Здесь много детей и молодых людей, которые активно занимаются физической культурой. Ходить в спортивную школу «Интинская», где установлен аналогичный уличный комплекс, далеко. Сейчас же будет достаточно просто выйти из подъезда. В программе, которая предусматривает выделение субсидий из республиканского бюджета именно на реализацию инициатив в сфере физической культуры и спорта, возможно установка уличных комплексов уличных спортивных тренажеров. Да, на Мира 38 здесь будут стоять несколько иные, отличающиеся от тех, что в настоящее время находятся на территории нашего города. Это, скажем так, более профессиональные, усиленные тренажеры, которые также были приобретены по просьбе жителей этого дома, этого микрорайона, потому что это их инициатива, их желание. И это в наших силах и в силах тех, кто оформляет заявку, поэтому да, здесь тренажеры будут немножко отличаться. Те тренажеры, которые пойдут в Петруне, они будут такими же, как мы привыкли видеть на Мира 33, на Куратова 38, синенькие тренажеры под навесом. Эти тренажеры, которые устанавливаются здесь, также будут под навесом, их также будет тоже количество, они только, собственно говоря, профессионализмом будут отличаться. Как уже отмечалось, в этом году в Интинском округе по программе «Народный бюджет» появится 2 спортивных комплекса. Второй для жителей села Петрунь сейчас доставляется в город. Последний раз по линии народного бюджета в Инте устанавливались комплексы уличных спортивных тренажеров в 2019 году. И в этом году нам, скажем так, повезло. Мы
Были одобрены 2 заявки на установку комплекса уличных спортивных тренажеров по улице Мира, 38 и в село Петрунь. Мы очень рады тому, что эти 2 заявки у нас получили одобрение в республике, и мы сможем, собственно говоря, порадовать и жителей городской части Инты, и также села установкой вот таких замечательных спортивных тренажеров. Данная площадка состоит из 10 различных тренажеров, которые можно регулировать по нагрузке и турника. Стоимость уличного спортивного комплекса около 680 тысяч рублей. Свою небольшую лепту денежный вклад в проект внесли сами жители и управляющая компания. Установку данной спортивной площадки делает управляющая компания собственными силами. На сегодняшний день установлен каркас. Значит, будем устанавливать сегодня уже крышу. Скорее всего, завтра будем крепить элементы и будем делать очень жесткое основание. Завезли сегодня щебень, бетонную опалубку произведем и сделаем бетонное основание. Жители, в свою очередь, поучаствовали, естественно, и финансово, так же, как и управляющая компания. Самостоятельно также собрали небольшую сумму денег, и это как раз тоже поспособствовало привлечению такой активной позиции жильцов для того, чтобы у нас была такая площадка. Еще раз подчеркнем, что народный бюджет ориентирован на реализацию желаний самих жителей. Именно от активности горожан зависит, что будет сделано. Отремонтирован тротуар, проведен праздник, установлена площадка или что-нибудь другое. В рамках реализации республиканского проекта «Народный бюджет» заявочки подаются сначала в администрацию, в частности по направлению физической культуры и спорта. Нам в отдел спорта, кабинет 219 администрации, либо по телефону 68002 можно свою инициативу заявить. В дальнейшем заявки проходят отбор на уровне муниципалитета, потом направляются в республику, и последнее слово уже за республиканской межведомственной комиссией, которая выносит решение о том, одобрен данный проект или не одобрен. Полностью смонтировать спортивный комплекс по адресу Мира, 38 планируется до 15 августа. Родители злоупотребляют алкогольными напитками и не занимаются воспитанием своих детей. Периодически несовершеннолетние остаются без контроля взрослых и предоставлены сами себе. Они бродяжничают, хулиганят, нарушают закон. На профилактическом учете в Инте состоят 60 неблагополучных мам, пап и 45 детей. Правоохранительные органы, представители службы занятости, образования, спорта и социальных учреждений ведут работу с каждой такой семьей и ребенком. По данным правоохранительных органов, за 7 месяцев этого года на учет в отдел по делам несовершеннолетних поставлено около 50 детей и 35 неблагополучных родителей. Информация о мамах и папах, отрицательно влияющих на своих дочерей и сыновей, поступила в полицию из образовательных, медицинских организаций, социальных служб, органов опеки. За текущий период в УПДН поступило 68 информации о семейном неблагополучии. Из них из учреждений социального обслуживания 6, учреждений образования 13, учреждений здравоохранения 11, комиссии по делам несовершеннолетних 2, других подразделений МВД, Следственного комитета 10 и по сообщению граждан 23 информации. Всего за отчетный период 2021 года сотрудниками МВД составлено 64 материала об административном правонарушении за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию детей, а также 4 материала за нарушение несовершеннолетними, не достигшими возраста, привлечения к административной ответственности антиалкогольного законодательства. Несовершеннолетние самовольно уходят из семей и государственных учреждений. В этом году сотрудниками правоохранительных органов зарегистрировано более 20 подобных фактов. Несмотря на то, что в Интинском округе проводится огромное количество различных оперативно-профилактических мероприятий, акций, межведомственных рейдов, лекций и бесед, далеко не все социально опасные семьи осознают свои ошибки и исправляются. За 7 месяцев 2021 года соцзащита приняла участие во всех заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних, где нас приглашали. В 10 межведомственных рейдах охват составил 80 семей. Из них один межведомственный рейд проведен в рамках единого дня профилактики совместно с УПДН и КПДН, охвачено 7 семей. Один межведомственный рейд в рамках профилактики акции «Дети улиц» совместно с УПДН, охвачено было во время рейда 5 семей. 3 плановых межведомственных рейда совместно с УПДН и КПДН посещено 26 семей и проведено 5 межведомственных рейдов в рамках профилактической работы среди населения по пожарной безопасности быту совместно с отделом ГО и ЧС администрации МАГУ Инта охвачено было 42 семьи. Во время рейдов составляются
справки о посещении семьи, первичные акты обследования условий жилищной семьи и жилищных условий семьи, проводятся профилактические беседы, оказывается социально-консультативная помощь, предлагается помощь, материальная помощь в денежном и натуральном виде. Это как вещи, так и какие-то предметы, вплоть до продуктов питания. Интинский центр занятости населения тесно сотрудничает с семьями, находящимися в социально опасном положении с трудной жизненной ситуацией. Ведется работа по трудоустройству несовершеннолетних, организовываются профориентационные мероприятия. На сегодняшний момент устроено 442 человека. Из общего количества трудоустроенных 15 человек – это дети, находящиеся под опекой, 3 ребенка-инвалида, 24 ребеночка состоят на учете в КПДН, и из них 22 человека состоят на учете в ОВД. Необоснованные отказы в трудоустройстве детей из особо учитываемой категории службы занятости не установлен. Материальная поддержка выплачивается в строгом соответствии с законодательством, и общая сумма составила 527 тысяч рублей. Также в рамках профориентационных мероприятий проведены 340 индивидуальных консультаций с детьми. Также были проведены экскурсии, которые состоялись в июне еще месяце. Это в ОВД, пожарную часть. Также в этих мероприятиях приняло 61 подросток. В каждой общеобразовательной организации в начале нового учебного года разрабатывается, утверждается план воспитательно-профилактической работы с обучающимися, в том числе состоящими на профилактических учетах и находящимися в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации. Основные мероприятия, вошедшие в планы, это мероприятия с обучающимися, педагогами, родителями, то есть со всеми участниками образовательных отношений. Мероприятия организуются в разных формах, посредством классных тематических часов с участием представителей субъектов профилактики, родительских собраний, советов профилактики, личных встреч, бесед со специалистами, в том числе с педагогами-психологами, социальными педагогами, классными руководителями, учителями, оказание психологической, консультативной, правовой помощи через проведение рейдов по месту жительства несовершеннолетних, рейдов по выявлению несовершеннолетних в ночное время в общественных местах без законных представителей, ознакомление с правовыми документами, информирование о действующем законодательстве через памятки, буклеты, информационные стенды, размещение публикаций на официальных сайтах общеобразовательных организаций и социальных сетях. Учителя, психологи, социальные работники, представители спортивных, культурных учреждений ведут особый контроль за подростками, которые стоят на учете комиссии по делам несовершеннолетних. Дети привлекаются к занятиям в различных кружках и секциях. Для них организовываются всевозможные акции, дни открытых дверей. В подведомственных учреждениях организована индивидуальная профилактическая работа тренерского состава с несовершеннолетними, которые находятся в социально опасном положении, а также из семей группы риска путем организации их досуга и занятости, а также осуществления информационно-просветительских мер. По поручению главы Республики Коми Владимира Уйба привлекаются некоммерческие организации для работы с семьями, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Ведутся переговоры с социальными предпринимателями Инты по предоставлению бесплатных услуг несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении. Инта стала объектом научного исследования специалистов Уральского федерального университета, которые приехали в наш город, чтобы провести историко-социологический анализ. В рамках проекта «Музей малого города. Множественность культур памяти» сотрудники учебного заведения посещают музеи округа, встречаются с активными интинцами и знакомятся с историческими памятниками. Главный исторический и культурный символ Инты – водонапорная башня. Поэтому неудивительно, что в первый же день пребывания в городе научные сотрудники Уральского федерального университета посетили расположенный в ней музей политических репрессий. Мы приехали втроем, мы все основные участники проекта. Это Вандышев Михаил Николаевич, кандидат социологических наук, доцент. Это Наталья Вадимовна, кандидат социологических наук, доцент. Я доктор социологических наук, работаю еще в Уральском государственном педагогическом университете, это моя основная работа. У нас вот такой научный коллектив, который существует довольно давно. У нас уже есть несколько интересных реализованных проектов. Вот, в частности, по одному проекту написана книга, она достаточно доступна, она есть в интернете, называется «Места памяти в молодых городах». То есть мы изучали, это был наш проект, мы изучали города с короткой историей, города, которые были созданы в советское время, тоже малые города, тоже небольшие города. Инта – это город северный, так далеко на север мы еще не забирались, это малый город.
Ну и он отличается концентрированной, своеобразной историей. Это очень интересный кейс в нашей выборке. Гости пробудут в Инте около недели. За это время им необходимо набрать научный материал, посетить музей округа, пообщаться с жителями. В водонапорной башне они встретились с уникальной для нашего города личностью Николаем Барановым. Он почетный гражданин Инты, знаток истории ГУЛАГа и всего, что связано с нашим округом. Для проекта Николай Андреевич – настоящий кладезь информации. У нас есть исследовательский проект. Он называется «Музей малого города. Множественность культур памяти». Проект поддержан Российским научным фондом. Сейчас идет первый год реализации этого проекта. Мы выбираем города, немалые города, и изучаем в них музеи. Изучаем музеи, изучаем то, какую роль, например, какое место эти музеи занимают в пространстве города. То есть насколько они популярны, кто их создал, почему, сколько они существуют, как они работают с разными категориями населения, потому что нам кажется, что это важно. Сотрудники Уральского федерального университета будут встречаться с жителями нашего города. Им важно, что знают интинцы об истории округа. В ходе исследования научные работники будут сравнивать рассказы интинцев и то, какой материал преподносят в местных музеях. Мы даже пытались через социальные сети найти жителей, которые согласятся с нами встретиться, рассказать о городе. И, в общем-то, нашлись такие, но не очень много, к сожалению. Достаточно сложно через социальные сети искать людей, которые согласятся вот так рассказывать, показывать свой город. В каждом городе мы пытаемся заранее с кем-то связаться по разным каналам, через официальные каналы и неофициальные, через социальные сети, например, добровольцы, которые проявляют интерес. Понятно, что в поле нашего зрения попадают, конечно, люди активные, с активной гражданской позицией. То есть в данном случае социологическое исследование – это не опрос общественного мнения, в котором в равной степени должны быть представлены все социальные группы, а это те люди, которые готовы рассказать и показать свой город. Один из наших методов – это интервью, которое похоже на экскурсию, которую проводят сами горожане, если погода позволяет, конечно. Вот сегодня выглянуло солнышко, и хотелось бы использовать эту погоду. То есть разные люди, которые готовы показать свой город, это называется мобильное интервью. В рамках научного проекта сотрудники университета также посетят поселок Абись и его мемориальный комплекс с музеем. Итогом трехлетней работы станет написание и издание книги-монографии, в которой в том числе будет описана Инта. Денежные выплаты инвалидам, обеспечение их техническими средствами реабилитации, предоставление оздоровительного отдыха и льгот на проезд. Какие меры социальной поддержки полагаются людям с ограниченными возможностями здоровья и как ими воспользоваться, рассказали специалисты Фонда социального страхования. И еще в 2020 году было решено ранее установленную инвалидность автоматически продлевать на 6 месяцев, а медико-социальную экспертизу для установления инвалидности впервые проводить без личного участия граждан по медицинским документам. Теперь до 1 октября 2021 года медицинская комиссия формирует направление на МСЭ без проведения дополнительных обследований. Инвалидам положены различные меры соцподдержки, но многие виды помощи являются заявительными или вовсе люди не получают их, потому что не знают, что именно им положено и в какую организацию нужно обратиться, чтобы их предоставили. С 1 июля 2021 года граждане могут получать сведения о том, какие им положены льготы, пособия, выплаты по телефону Единого контактного центра госуслуг. Связаться с оператором можно по бесплатному номеру 8 800 100 ровно 7010. С любого региона звонок бесплатный. Если с мобильного телефона, то по номеру 115. Операторы работают круглосуточно и без выходных. Для получения госуслуг подтверждать инвалидность не потребуется, так как ведомства сами будут запрашивать эти данные в Пенсионном фонде или Федеральном реестре инвалидов.
Также, по словам специалиста, средства технической реабилитации получить и купить будет проще. Уже с октября этого года сделать это можно будет с помощью электронного сертификата. Порядок его оформления пока разрабатывается, но уже известно, что компенсация за техническое средство, предусмотренная в индивидуальной программе реабилитации инвалида, будет поступать на карту МИР. Приобрести такое средство можно будет в любом магазине или через интернет, но потратить эти деньги на другие покупки не получится. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Смотрите новости на 5 канале и будьте в курсе значимых событий НТ. Всего доброго и до свидания.